Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Мы продолжаем говорить об общественно-политической жизни Якутии. И сегодня у нас в гостях Гаврил Павлович Парахин, которого знают в регионе как представителя и руководителя партии ЛДПР Республики Саха-Якутия, ну, как предпринимателя. Сегодня мы обсудим с нашим гостем вопросы, касающиеся работы партии в Якутии, а также возможности для развития предпринимательского сообщества и улучшения качества жизни якутян. Добрый вечер, Гаврил Павлович. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Можете для затравки коротко обозначить, какие основные задачи сейчас стоят перед партией? Основная задача перед партией, это, конечно, чтобы наше население, нашей многонациональной республики жило счастливо, качественно, добротно, чтобы она радовалась и наслаждалась. Особенно это дети, пенсионеры. У нас сегодня 26 отделений по республике Саха-Якутия, которые работают круглосуточно, еженедельно. Естественно, при каждом отделении по республике Саха-Якутия есть депутаты, есть руководящие органы, которые проводят свою повседневную работу на благо жителей нашей, еще раз повторюсь, республики. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение на WhatsApp на номер 8 914 235 02. Гаврил Павлович, ну вот вы были представителем Владимира Вольфовича в Якутии, знали его лично. Я много раз слышала от коллег, что его публичный образ и он как человек – это вот разные люди, как будто бы. Вот расскажите, как это? 8 лет я был помощником Владимира Вольфовича Жириновского. К сожалению, 6 числа его не стало. Это трагедия, я считаю, не только для нашей партии и для нашей республики, но и в целом для страны и для мира. Потому что этот человек действительно был великим. Он был кому-то и отцом вторым, и был и преподавателем, и наставником. Человек, который мог много чего предсказать, много чего сделать. То, что сегодня и о нем говорят, и он сегодня стал один из самых популярных людей, я считаю, не только в России, но и в мире. Естественно, это те высказывания, как сегодня называют пророчества, в плане того, что он предсказывает, которое сегодня происходит, но и вообще все действия, связанные и на территории нашей страны, по Дальнему Востоку особенно уделял внимание, и, конечно же, в мире в целом. То, что он эпатажный человек, то, что он действительно уникальный человек, то, что он может быть одним и может быть другим, это правда. Но я как помощник, как человек, которого он в том году позвал в Государственную Думу, да, я представлял Дальний Восток в Государственной Думе 8 месяцев, естественно, это большая заслуга его. И когда он меня позвал, он сказал одно: ты должен быть представителем Дальнего Востока, ты должен лоббировать и помогать всем жителям Дальнего Востока, потому что они сегодня действительно забытые, они сегодня, им уделяется очень мало внимания, и они действительно сегодня не получают все то, что должны получать жители в целом по нашей стране, в отличие от центральных регионов. И то, что сегодня мы понимаем четко, что то, что было его высказывание, то, что были его речи, какая-то, может быть, активная речь, да, она сегодня, сегодняшняя ситуация показывает, что он был прав, что даже когда он взрывался по делу, и тех людей, которых он пытался поставить на место или объяснить, как они должны себя вести, это действительно все воплощается в жизнь. Вот, кстати, нетипичная история. Почему вы отказались от мандата? Почему я отказался от мандата депутата Госдумы? Да. Нет, я не отказался от депутата Госдумы. Я стал депутатом Госдумы, но выборы, которые были последние, нам не хватило чуть-чуть количества голосов для того, чтобы мне пройти в новый созыв и стать депутатом Государственной Думы. Я не отказался. Просто так получилось, что тот процент в среднем по стране не хватило нам, именно мне, чтобы стать депутатом Госдумы уже нового созыва. Угу. Возвращаясь вот к Владимиру Вольфовичу, было такое мнение, ну, очень популярное мнение среди журналистов, среди политологов, что ЛДПР – это партия одного человека. Вот. И вот теперь этого человека не стало. Как… На самом деле это, опять же, неправильно мыслят. То есть этот человек действительно создал громадную команду, да, 85 регионов, 85 отделений, десятки тысяч депутатов разного уровня, да, по всей стране, в частности и наше отделение. Да.
Мы сегодня говорим о том, что не то, что это партия одного человека, этот человек сделал все, чтобы сегодня в каждом регионе были представители ЛДПР, которые, я скажу еще раз, повторюсь, круглосуточно работают на благо каждого жителя любого национального, многонационального региона нашей многонациональной страны. И, естественно, все делают, чтобы население нашей страны действительно жило качественно. И всю проблематику мы озвучиваем, и мы можем 100% это говорить открыто благодаря Владимиру Вольфовичу. И сегодняшние депутаты на всех уровнях в стране ведут ту же политику, тот же ведут разговор, те же предложения, те же законодательные инициативы, которые были изначально указаны и рассказаны именно Владимиром Вольфовичем Жириновским. Но говоря о нем, в любом случае нельзя не признать, что это был яркий политик, и что действительно он занимал вот свою нишу, и кто-то, наверное, должен эту нишу теперь занять. Ну, знаете, я буквально вчера подумал о том, да, что у нас в партии есть руководящий орган, да, это аппарат партии и высший совет партии. Вот на данном этапе сегодня есть и руководитель аппарата, да, партии, да, который ведет чисто политическую, партийную работу, да, отвечает за регионы. А есть руководитель фракции, сейчас исполняющий обязанности. Это тот, который руководит фракцией в Государственной Думе. Я подумал, может быть, действительно не нужно нам другого руководителя партии. Пусть останется Владимир Вольфович, назовем это ВВЖ, и он будет у нас руководителем всегда, пожизненно. Пусть он сегодня не с нами, но он не обязательно, я думаю, что сегодня так можно сделать, чтобы кто-то был или кто-то готов ли сменить, быть таким же, как он. Вся страна и Владимир Владимирович Путин, и все руководство Госдумы и правительство говорят, что такого человека, и все как бы люди нашей многонациональной, опять повторюсь, страны, неважно какой национальности, говорят, что такого второго тяжело найти. Поэтому, может быть, партия останется как была, и она будет всегда, потому что 85 отделений, они никуда не денутся. Вот. И руководители аппарата этих 85 отделений и руководство фракции будет выполнять ту миссию, ту работу, которую должны. А партия так и будет называться ЛДПР, и будет ее лидером оставаться Владимир Вольфович Жириновский. Но как лидером коммунистов во все времена был Владимир Ильич Ленин, да? Ну, может быть, даже так, да. Вы, кстати, тоже подметили. Поэтому то, что будет, то будет. Я думаю, что время лечит, и мы посмотрим, что будет через 40 дней, когда будет именно, будем вспоминать опять о нем. Да, мы о нем будем всегда вспоминать. Вот. И съезд решает все. Вот. В ближайшее время будет съезд, очередное собрание наше, да, в Москве, и будут все представители всех регионов, в частности я, и там будем мы уже решать и голосовать за того человека, который будет достоин, если мы этого человека в ближайшее время, будут какие-то представлены кандидатуры внутри нашей партии. Ну вот, опять же, Владимир Вольфович предсказывал события на Украине, да, и разошлось, прямо вирусно вот это вот видео, где он про это говорит, и он причем об этом говорил даже и не месяц назад, и не год назад, да, 2 или 3 года назад говорил он уже про это, да, причем вот, конкретно. Вот сейчас, вся страна это обсуждает, вот спецоперация, признание ЛНР, ДНР. Вот ваше к этому отношение, как вы считаете, вот насколько конфликт затянулся вообще, были ли какие-то альтернативные пути решения? Очень плохо, что он покинул нас, да, на самом деле он бы сегодня сказал, когда это все закончится, и предсказал бы, да, это единственный человек, который мог сегодня четко сказать, и когда это все закончится, да, на самом деле это трагедия для всего нашего многонационального народа, для нашей страны, для нашего мира. В 2014 году, он говорит об этом 30 лет, но в 2014 году он сказал про Крым, выступил про Крым, да, и тогда надо было задуматься о том, что то население Крыма, да, то население Украины, которое думает и говорит по-русски, хотят жить по-русски, да, нужно было тогда еще этим заняться, естественно, тогда доводить до конца, да. Я считаю, что в 21 веке воевать вообще неправильно, да, нужно все-таки договариваться. Видите, получилось так, что сегодня русский народ, проживающий на Донбассе,
был под таким гнетом, да, под такой страшным воздействием от тех людей, которые действительно, может быть, воспитаны неправильно, действительно, которые перевернули в свое время не только вообще мировоззрение, а вообще как бы понятию там каким-то человеческим качеством, да, это очень сложно сегодня оценивать. Я думаю, что весь мир оценит то, что сегодня происходит, да, и все-таки руководство Украины наконец-то одумается, и эта война, я так думаю, может быть, все-таки ближе к 9 мая, может быть, и после майских праздников наконец-то все-таки остановится. Вот. Ну, ситуация очень страшная, да, и она сегодня, вы же видите, она влияет на психику всех регионов нашей страны, да, и это влияет и на семьи, это влияет на взаимоотношения с детьми, это на образование, на всю социалку, вообще на все, и на пенсионеров. И мы как бы сегодня испытываем на себе каждый то, что сегодня происходит. А слава Богу, что, ну, может быть, это быстро закончится, и не все население, особенно молодое, будет привлечено к боевым действиям. И дай Бог, чтобы это быстрее все, еще раз повторюсь, закончилось. Но так или иначе война идет информационная, и война, по сути, идет экономическая. Да? Я сейчас говорю о санкциях, которые усилились. Да? Я даже не скажу, что они начались, они усилились, удвоились, утроились с началом спецоперации. Вот как они отразятся на жителях, обычных жителях нашего да, региона, скажем? Худо без добра не бывает, но на самом деле сегодня я думаю, что большой потенциал, мы говорим о том, чтобы заняться своим любимым делом, тому населению, которое хотело заниматься тем, что они производят, выращивают, готовы дальше производить, какие-то новые идеи возникнут. Поэтому я думаю, что есть какой-то определенный в этом свой толчок, плюс, да, особенно для нашей территории Республики Саха-Якутия, где испокон веков были какие-то свои промыслы, да, местные, национальные, и которые дадут возможность сегодня по всей стране эту продукцию реализовывать, эти проекты реализовывать, да, и дадут толчок, может быть, в том же туризме сегодня, да, потому что навряд ли сегодня кто-то захочет выезжать за границу, и дадут ли нам выезжать за пределы нашей страны, и, может быть, сегодня наш регион один будет из самых популярных на территории нашей страны, если сегодня билеты уже субсидированные есть. Дай Бог, чтобы такие же билеты недорогие оставались для всех граждан нашей страны, которые готовы прилететь на территорию нашей республики и не только посмотреть, но и покушать, и одеться, или что-то купить с нашей сувенирной, ювелирной продукции, чтобы оставить на память и в дальнейшем вспоминать о нашем таком красивом крае. Ну, вы как-то в одном из своих интервью говорили, что малый бизнес – это ключ к развитию. И на самом деле, действительно, во время пандемии мы уже это увидели, да, что, по сути, государство опиралось именно на малый и на средний бизнес. Это вы вывезли пандемию на своих плечах. Сейчас вот во время санкций это все опять усилилось, новые проблемы. Вот что нужно делать, чтобы бизнес развивать? Я уже не раз, да, вы правильно подметили, очень много я говорил, очень много мы говорили с Владимиром Вольфовичем, что нужно уделить Дальнему Востоку, особенно предпринимательству на Дальнем Востоке, в сельском хозяйстве, в малый бизнес, да, особенно малый бизнес, возможность работать. Кто-то смеялся, да, и говорили, как можно от налогов освободить, да, но мы сегодня видим, сегодня Арктика уже освобождена от части налогов, да, сегодня на Курилах убрали вообще полностью все налоги. Руководство нашей страны постоянно говорит о том, что десятки, даже уже сотни миллиардов выделяются на развитие Дальнего Востока, но, к сожалению, мы их не видим. Я уже не раз говорил, что давайте начнем с регионов на Дальнем Востоке, которые действительно, как наш регион, очень специфический, да, там логистика, дороги, да, то есть у нас складские помещения должны быть теплые, для гаражей, для машин, одежда для разной погоды, да, не так там, как на центральной части можно в одном пуховичке прожить полностью. У нас нужна и шуба, и легкая, и летняя, и средняя, и обутки, и все остальное прочее. Поэтому надо полностью освободить сегодня все-таки Дальний Восток, а в частности нашу Якутию, я думаю, 100% от налогов, хотя бы на 5 лет.
И те миллиарды, которыми постоянно фигурирует наше правительство страны, да, оттуда кусочек вот этот выделить. Да, и я думаю, что это будет большой вообще толчок развития предпринимательства в нашей республике. Потому что предпринимательство – это занятость. А у нас, к сожалению, безработица тоже очень таком на высоком уровне в нашей республике. И зарплаты, конечно же, нужно, чтобы они были лучше, больше. Вот тогда, когда предприниматель, если его все-таки какую-то часть налогов уберут, он сможет платить больше, больше уделять внимание развитию бизнеса, да, больше будут они открываться, предприниматели. И сегодня понятно, что сельское хозяйство – это один из основных толчков, я думаю, в предпринимательстве, которое сегодня может дать возможность и развивать оленину, чтобы мы кушали оленину, и доступная была и на экспорт, и по центральной части нашей страны. Это, естественно, рыба наша традиционная. Да? Мы говорим те продукты питания, которые сегодня только у нас жеребятина, да, и как бы все и сделаны именно по нашим рецептам. И это самый главный будет инструмент для того, чтобы поддержать предпринимательство нашей республики. Потому что если мы не будем сегодня этим заниматься, то будущее нашей республики абсолютно будет ни к чему вообще. Но вы говорите освободить налогов, но как тогда будут выполняться бюджеты, откуда платить зарплаты тем же учителям, врачам и прочим бюджетникам? Хороший вопрос, да. Мы же сейчас еще раз повторюсь, что сегодня руководство страны выделяет сотни уже миллиардов, на цифрах показывают, для развития Дальнего Востока. Дают льготы громадные и на 5 и более лет недропользователям, которые зашли не так давно, взамен они от отмены налогов, если хорошо, они получат там какой-то инфраструктурный проект, где эта компания, которая появилась, делает дорогу только к себе. Хорошо, что она сделает соседнему поселку. Поэтому если из тех миллиардов рублей, которые сегодня состоят в бюджете, находятся в бюджете нашей страны, выделить, да, то это будет абсолютно не ущерб ни бюджету ни страны, ни бюджету нашей республики. Ну, Гаврил Павлович, эти миллиарды, они же идут не только на торы, да? Вы же говорите про механизм торов, да, сейчас, где недропользователи. Это же и дороги, которые сейчас строятся. Это вот нацпроект медицина, образование, демография. Александр Сергеевич, наш руководитель, и министр предпринимательства услышали меня по поводу того, чтобы уменьшить налог УСН с 6 до 1. Я об этом тоже говорил. И не надо было на фоне пандемии. Можно это сделать тоже на ближайшие 5 лет. И предприниматель сегодня скажет большое спасибо по поводу этого налога. И налог, естественно, расходы минус доходы, да, к 5% его снизить. Да. Ну и самое главное, сегодня еще один из инструментов, который меня услышали, дай бог он сейчас заработает, надо было это сделать еще тоже 2 года назад, и предприниматель бы сегодня просто радовался и говорил огромное спасибо руководству страны, это увеличить вот этот барьер не 200 миллионов выручка, да, в год, а 600, 700, 800, хотя сейчас сделали, по-моему, если не ошибаюсь, на 400, и то как бы это очень здорово. И патент не 60 миллионов рубеж, да, а 160, 200. Почему? Потому что продавая литр молока сегодня в республике Саха-Якутия и в Новосибирской области или в Амурской области абсолютно разная цена. И, естественно, вот этот потолок для предпринимателя, который может благодаря этим цифрам уменьшить штат в плане бухгалтерии, отчетности и налогообложения, ему будет гораздо легче. И сегодня вот эти инструменты, которые я сейчас озвучил, не только про то, что я начал, про вообще отмену налогов, хотя, поверьте мне, на Курилах же это сделали, в Арктике же это сделали, но чем мы хуже Курилов, Якутия? Чем мы, что у нас, понятно, на Арктике сейчас сегодня жители живут действительно в других условиях, да, но почему нельзя на 5 лет сделать, чтобы развить предпринимательство? Мы же не говорим, что это сделать на постоянку, да, а сделать на ближайшие 5-10 лет, а потом опять вернуться потихоньку к налогам. Но попросить все-таки, как мы просим сейчас субсидированные авиабилеты, да, как мы просим земский доктор, как мы просим учитель сельский, да, и так далее. То есть есть же деньги на это, пусть и выделят на предпринимателей. Но вы, по сути, удмуртский кейс рассказываете. Удмуртия сделала у себя налог 1%, и к ним из всех соседних регионов побежали регистрировать бизнес. А самое-то главное, что это не уменьшит вообще общий доход. То есть увеличится количество предпринимателей, да, и этот процент, который был 6, было мало предпринимателей,
стал один. Зато станет больше предпринимателей. Скорее всего, даже я так думаю, что за эти 5 лет дисбаланс вот этой выручки, да, в доход казну нашего бюджета, как вы говорите, на содержание социалки, да, он может даже еще и вырасти благодаря этому 1%, потому что каждый будет занят в предпринимательстве, каждый будет открыто не избегать налогов и придумывать, дробить, чтобы не создавать несколько предприятий для, я говорю про эти 200 миллионов и про патент, которые сейчас пытаются разделить, а именно будет открыто, доступно, и каждый будет знать, что он со своей выручки заплатит 1%, и для него это будет очень как бы комфортно. Мгм. Ну и, в принципе, да, если стоимость роскошного автомобиля увеличили, почему бы стоимость патента Да. тоже кратно не увеличить? Конечно, да? правильно. Вот вы сейчас Это- абсолютно правильно Это сказали. логично. Вы заговорили об Арктике. Вы ранее уже говорили о том, что одним из важных и успешных решений Александра Сергеевича Николаева были как раз решения в части поддержки арктических районов. Вот как вы считаете, какие перспективы сейчас у Арктики? Что там Ну, надо сделать? Мне нравится, что вы прямо подготовились с моей встречи, что вот у вас есть такие заметки, то, что я говорил, да, и говорил не только я, и Владимир Вольфович говорил тоже об этом не раз, и наша фракция в Государственной Думе, и я, как руководитель фракции в Государственном собрании ЛДУМН, не раз об этом говорил. И к этому сейчас пришли, и Владимир Владимирович Путин сейчас об этом говорит уже еще более усиленно. Почему? Потому что Северный морской путь, первое, самое главное, без которого мы сейчас, попав под эти санкции, да, если бы мы раньше этим занялись бы, то бы сейчас бы вообще бы проблем никаких не было. Это короткий путь, вот, но мы же должны все облагородить, мы должны сделать причалы, мы должны сделать заводы, которые будут, если что-то нужно будет подремонтировать судно, да, остановиться, разгрузить. То есть мы должны восстановить эти все поселки, да, начиная с Тикси и так далее. Да. То есть сегодня, благодаря этому Северному морскому пути мы сможем все-таки хотя бы остановить отток населения оттуда, потому что многие там живут испокон веков, и они не хотят уезжать. И благодаря тому, что я был помощником Владимира Вольфовича Жириновского, я как помощник имел право летать по отдаленным нашим перелетам, да, в отдаленные наши районы. Я познал, как они там живут. Действительно, там люди некоторые счастливые, им ничего не нужно. Им-то нужно только одно, чтобы там было питание, чтобы там были достойные учителя, чтобы там были достойные детские сады, школы, да. Пусть они будут небольшие, но тепленькие, качественные, да. В Тикси бани до сих пор нету, понимаете? То есть, ну, просто общественные бани. Там круглогодично холодно практически, там и летом холодно, но бани нету. Потому что в свое время, там, когда военные ушли, сейчас они опять обернулись, и, может, уже баню сейчас должны, скорее всего, в ближайшее время сделать. Я обязательно в этом году полечу, я был последний раз там 5 лет назад, чтобы посмотреть на освоение вот этих именно сейчас моментов, связанных вот не просто на разговорах, а именно на деле о том, что нужно сделать и как делается в тех отдаленных арктических районах для того, чтобы сегодня создать качественную инфраструктуру для продвижения самого главного Северного морского пути, чтобы мы могли завозить все, что нам надо, и тем более сегодня Китай готов, в отличие от всех стран, с нами дальше сотрудничать и уважать друг друга и работать на благо того, чтобы эти две наши мощные страны развивались дальше. Мгм. Вы неоднократно упомянули, что много общаетесь с населением. Вот сейчас как бы сказали основные моменты, которые волнуют жителей Арктики. А вот жители республики в целом те же проблемы волнуют или Ну, отличается? Ну, конечно, да. И проблемы-то одинаковые. Мы же сегодня, я вспоминаю, в 66-м году приехал мой папа, да, в республику Саха-Якутия, в 71-м мама, да, в 72-м родили меня, да. То есть приехали, получили квартиру, да, получили хорошую, достойную работу. Мама в Якут-гражданпроекте, папа в школе номер 9, да. Хорошая зарплата, сразу предоставили там мало-не-мальскую, но двухкомнатную квартиру, да. Естественно, сегодня каждый житель это вспоминает. Может быть, поэтому сегодня из-за коммунистов-то наше население, которое является таким, помнит, как это все было, вспоминает и голосует за коммунистов, потому что в те времена все-таки более коммунистически, да, все-таки осваивался, комсомольские времена, да, осваивался Дальний Восток, и в частности Якутия. И поэтому и мама моя не боялась родить второго после 75-м году моего брата, да, и как бы все успевали, работали, и каждый год выезжали в отпуск, и каждый год мы были на море, и ездили на родину, на Алтай. И это было как бы комфортно, достойно, и об этом все помнят. Естественно, вот это самое главное, я думаю, что хорошая зарплата, хорошее образование, потому что действительно учителя приезжали со всей страны,
и преподавали в наших школах и вузах, и развивали нашу республику. К сожалению, сегодня тяжело это будет вернуть, но я надеюсь, что вот эти инструменты, про которые мы сейчас говорим, да, я сейчас упомянул земский доктор, да, земский врач, да, сельский врач, который, естественно, миллион это мало. Мы говорим по этим временам, но я думаю, как минимум, наверное, 3-5 миллионов должны быть подъемные для того, чтобы человек, и хорошая зарплата, который человек, где хочет поменять свой образ жизни и как бы окунуться вот в эту нашу дальневосточную, суровую, по-своему суровую жизнь, как бы приедут, то это будет здорово. И это будет вообще отлично. И сегодня подготовка кадров в наших университетах, это тоже важно. Нужно пересмотреть, может быть, какие-то предметы, пересмотреть какие-то специальности, да, которые дадут возможность сегодня развивать нашу республику в определенных направлениях, связанных там, чтобы отказаться от вахтового метода, да, приглашать, чтобы наши работники там работали, да, бульдозеристы, там, камазисты, трактористы и все остальные прочие, добытчики золота и все остальное прочее. Поэтому эти профессии должны быть у нас, и они должны быть востребованы в плане того, чтобы дать все-таки образование бесплатное. Говорим о налогах, еще и образование, может быть, надо нам сделать бесплатное для наших жителей нашей республики, или кто приедет поступать в республику, пожалуйста, приезжайте, учитесь бесплатно, но оставайтесь как минимум на 5 лет. И может так же, как мои родители приехали на год, на два, влюбятся и останутся до сих пор, потому что родители мои до сих пор так и не уехали. Папа уже как бы и нету его здесь, но похоронен уже здесь, в Якутске. А мама как бы буквально там через 2 недели будет уже 75 лет. И никуда она не собирается. Вы сейчас упомянули про коммунистов, вы практически рассказали платформу коммунистической партии. В начале разговора тоже риторика же общая, это уже из «Единой России», общие цели, общая риторика. Да, насколько вообще важна и нужна конкуренция между партиями, или все-таки нужно слаженно работать? Если цели-то общие, конечно. по сути. То есть у каждого свое мировоззрение. Я такое назвал хорошее от коммунистов, но много же чего было плохого. Коррупция это же тоже от коммунистов. Все то, что сегодня происходит плохое, негативное, я считаю, что во многом это как бы связано с коммунистической партией, потому что была одна партия в нашей стране, никакой конкуренции, просто конкретно рулили и до сих пор пытаются так сделать. А то, что сегодня есть 4 парламентские партии, появилась 5-я, это же хорошо. Единственное, что каждая партия должна подбирать кадров, каждая партия должна иметь четкие направления свои, да, не просто сегодня ругать власть там, да, или какие-то там делать замечания, но нужно же в противовес показывать по своим примерам или какими-то действиями или предложениями реальными, не просто голосовать против бюджета, а объяснять, почему ты голосуешь против бюджета, или почему там денег туда надо меньше, туда больше, обосновывать, да, и понимать, откуда эти деньги взять, да. Сегодня же как бы мы прекрасно понимаем, никто не думал, что будет война, никто не думал, что будет пандемия, но сегодня переворот конкретный в распределении денег. И как бы сегодня очень тяжело не только нашей республике, но и всей стране в целом, и руководству, потому что как бы там ни было, говорят, что деньги бы есть, в закромах были, да, но мы четко понимаем, что сегодня будет 100% урезания и в кадрах, и в премиях, и как бы должны на себе показать пример те же депутаты и от всех партий, которые присутствуют на платных основах в парламентах всей страны, и в частности в нашей, да, что нужно от чего-то избегать, отказываться от какого-то транспорта, пересматривать вообще полностью бюджет вообще по-другому. Это надо не просто говорить, что мы не согласны с этим, а какие-то вносить предложения, и это мы делаем. У нас сегодня наша фракция это предлагает. Говоря о том, как привлечь людей на Дальний Восток, вы упомянули там социальные программы различные, да, сказали, что их нужно развивать и так далее. То есть, по-вашему, привлекать население на Дальний Восток, увеличивать население, да, на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, то есть все-таки через привлечение населения из других регионов или рождаемость поднимать? А у нас рождаемость хорошая. Нам надо, чтобы наши дети не уезжали отсюда. Знаете, у меня тоже 3 детей, но как бы очень тяжело их заставить сейчас остаться в республике Саха-Якутия. Поэтому я считаю, привлечь это уже второе.
А самое главное, все-таки сделать все, чтобы наши дети, молодое поколение, подрастающее поколение оставалось здесь. То есть, а здесь нужно, чтобы, ну, это было какой-то создать комфорт. Ну, если мы, я уже не раз говорил, самое главное это спорт. Начинать со спорта надо, да, занятости. Спорт, он нужен не только даже молодежи, он нужен всему поколению нашей страны, нашей республики, да. То есть и старому, и малому. Если у нас будет шаговой доступности хорошие детские площадки, даже летние, в шаговой доступности, если их будет на каждом за каждым поворотом, да, на каждом пятачке не гараж будет стоять страшные развалины, да, или еще там какие-то сооружения, которые кто-то поставил и бросил, а именно спортивные площадки. Мы сегодня должны четко понимать, что благодаря новым инструментам строительным, да, технологиям можно создавать быстро возводимые конструкции не только в нашем городе, но и по всей территории нашей республики, в Арктике, да, то есть раньше там нужно было завозить бетон, там то-то, сегодня что, сэндвич-панели, пожалуйста, да. То есть я говорил все 10 лет о дирижаблях, да, чтобы надо все-таки, потому что реки мелеют и ну, завоз мы не успеваем, дорог нет. Вот сегодня правительство нашей республики услышало, и дирижабли будут. Кто-то надо мной смеялся 10 лет назад, когда я первый раз пошел на главу республики. И когда второй раз я участвовал в моей программе, это было написано, что нужно обратить на дирижабли. Это самый, до 60 тонн может поднимать и спокойно довозить тот груз, который нужен. Естественно, сегодня нужно это строить и делать. Если мы это не будем делать, то, конечно, мы никогда не освоим Арктику, ни Северно-Морской путь. Не будет Северного морского пути без человеческого фактора и без спортивных залов, без зоны досуга. И то же самое и здесь. Фитнесы, у нас же вот приезжают посторонние, да, они что говорят только о количестве большом алкоточек, да, они говорят, сколько у вас спортзалов много и как бы и что они в шаговой доступности, правильно? Сегодня наконец-то вот я слышал, что будут ремонтировать школы, а я говорил, что при каждой нашей территории школы сегодня можно расширять. Территория большая, но мы этой территорией школьной, да, пользуемся очень мало. Лето короткое, да, и на улице выходит совсем мало детей. То есть нужно ставить дополнительно или пристрои, или отдельно спортзал еще добавлять, да, потому что этот спортзал может быть не только для школы, да, ну и вот вокруг домов, которые могут и те же дети, и те же взрослые вместе ходить в этот спортзал, который будет на школьной территории. То есть поменять вот эти все разрешительные документы, которые действуют по всей стране. Не надо нашу республику сравнивать не с Дальним Востоком, там, с Благовещенском, или там, Амурской областью, или Приморским краем, или Камчаткой, и тем более с центральным регионом. Мы абсолютно другие. Поэтому надо максимально обратить на себя внимание и заставить сегодня правительство страны почаще приезжать к нам, не просто в дом ДП-1 и потом поужинать, да, а так хотя бы на 3-4 дня, и чтобы они почувствовали, что это такое вообще расстояние, как это делается, как это все исполняется, дороги и так далее. У вас так заблестели глаза, когда вы о спорте заговорили. Вы занимаетесь спортом сами? Каким? Ну, конечно. Я вообще 10 лет занимался спортом, боксом вообще. А сам являюсь президентом Федерации бокса города Якутска. Постоянно как бы при этом виде спорта. А ну, так, занимаетесь тоже сами регулярно, не боксом, да, нет? занимаюсь футболом просто. Бегаем мини-футбол уже последние 28 лет. Двигаемся в футбол, но с пандемией там маленько по-другому уже. Ну, без футбола и тенниса, и бильярда, и как бы вот этих видов спорта, ну, это уже я не могу жить, и, естественно, и дети, и близкие, и провожу турнир сам свой, и турнир по боксу ежегодный проходит у нас в городе Якутске на мои призы. То есть стараемся все делать, потому что если мы все-таки решим проблему спорта, самого главного, и образования, да, то нам будет проще справляться, в полиции будет проще справляться, будет меньше нарушений, будет меньше хулиганов, будет меньше безработицы и все так далее. И тогда социалка, она сама, вот эта вся жизнь, она потихоньку, все проблемы, они будут уходить в другое, потому что люди будут уже по-другому воспитаны, и люди будут по-другому себя вести, именно занимаясь, неважно каким видом спорта, главное, чтобы было какое-то увлечение. Ну что ж, и последний вопрос, даже не вопрос, наверное, у нас исполняется 100 лет республики, буквально вот на днях. Ну что-то, может быть, пожелаете, есть возможность такая. Уважаемые жители нашей многонациональной республики, уважаемые телезрители, к столетию республики, я думаю, мы все приложим и все сделаем, чтобы наша жизнь уже на 101 год стала гораздо качественней,
надежнее, продуктивнее, чтобы мы радовались и наслаждались, чтобы наши детишки были заняты спортом, получали хорошее образование, чтобы наши пенсионеры четко понимали, что они находятся под серьезной опекой, под серьезным крылом всего нашего многонационального народа. Поэтому с праздником, с вас наступающим столетием Республики Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо, что позвали. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Она подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.